Карманные деньги на мороженое, первая подработка курьером или репетиторством, кажется, это просто этап взросления. Но именно с этого может начаться путь к настоящей финансовой свободе. Особенно, если подойти к этому осознанно. Якутия – край контрастов. Здесь учатся быть сильными с детства, справляться с морозами, ценить тепло и поддержку. Но есть еще одна сила, которую сегодня осваивает молодое поколение. Это сила финансовой независимости. Что будет, если правила финансовой грамотности начать применять не в 30 лет, а в 13? Наша сегодняшняя героиня – живое доказательство того, что этот путь работает даже в условиях нашего непростого региона. И в новом выпуске передачи про деньги мы говорим об этом. Гостья нашей студии Нурмухаметова Ксения на собственном опыте доказала: те, кто начинают управлять деньгами еще со школьной скамьи, получают огромную фору во взрослой жизни. Говорим о правилах, которые работают в реалиях. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Ну и давайте поговорим о первых деньгах и финансовой самостоятельности. Начнем с самого начала. Со скольки лет вы начали зарабатывать свои первые деньги? Что это была за работа? И что вами двигало? Желание заработать на карманные деньги, либо какая-то необходимость помочь, например, своим родителям? Я начала работать с 14 лет. Я работала официантом. Моя зарплата была примерно 25 тысяч рублей. Но на тот момент для меня это казалось, что это какие-то огромные деньги. Гости всегда хвалили, благодарили. И у меня были первые чаевые, это мои первые 500 рублей были. От порыва эмоций я пошла рассказывать коллегам и очень громко это сказала, и гости услышали, и было очень неловко тогда. Свою первую зарплату я потратила на мелкие расходы какие-то, там, покупочки мелкие, но я гордилась тем, что я это на свои собственные заработанные деньги купила. Угу. То есть вы, получается, получили такой некий заряд независимости. Да. И вам понравилось это? Да, очень понравилось. Вообще для меня работа — это просто увлечение для души. Ну, было сложно, например, Да. в первый день рабочий, как вот вы готовились, как вы выходили? Потому что, например, я бы не смогла даже, вот если сейчас мне пойти, например, работать официантом, мне было бы очень страшно, потому что там же столько всего. И мне кажется, подойти к человеку и спросить, что вы желаете как-то или что вы хотите, для 14-летней девочки это ужасное испытание. Первый мой столик был, конечно, было очень волнительно, но я, в принципе, справилась, немножко стеснялась, было трудно сначала разговаривать с гостями, но потом привыкла со временем. Угу. И получается, вот вы сказали, что 500 рублей, наверное, гости услышали про эти 500 рублей и потом задумались над тем, что лучше оставлять все-таки чаевые, потому что им так радуются. Скорее всего, мне кажется, так и было. Вообще, ваши родители как отнеслись? Они вас заставляли работать или все-таки они дали вам какой-то некий выбор? И хочешь — работай, хочешь — не работай, мы тебе все равно будем помогать. Как это было? Получается, я сама захотела работать, я маме сказала: я хочу сильно работать, можешь меня куда-нибудь устроить, пожалуйста. И получается, мама такая: да, конечно, могу тебя устроить официантом. Я такая: ура, первая премия. Все. По итогу никто против не был моей работы, и я работала просто для себя, потому что хотела как-то быть самодостаточной, как-то сама себя обеспечить. Конечно, родители очень часто помогали, но больше хотелось независимости. Угу. Получается, понятно с первым заработком, понятно с первой зарплатой. А вот последующую зарплату уже как? Тоже она уходила на какие-то мелкие покупки? Или все-таки вы задумались над тем, чтобы, не знаю, как-то обеспечить себе финансовую подушку безопасности или создать свой какой-то резервный фонд, вообще какие-то например, пользоваться какими-то такими инструментами финансовой грамотности? Вы как скоро вы начали это делать? Наверное, спустя года 2-3 работы, потом уже поняла, что просто на мелкие расходы не нужно тратить, и нужно начать на что-то копить. Вот, допустим, сейчас у меня была цель полностью оплатить свой день рождения, свои 18 лет, и купить себе новый телефон. Я начала откладывать, копить деньги. По итогу накопила себе на новый телефон и на свой день рождения. Угу. Отлично. И получается, вы банкет полностью... Оплатила сама. Это круто. Это же просто замечательно. Да.
и вы большая умница, большая молодец. А дальше вы планируете, вот, например, уже сейчас во взрослой жизни, вам уже исполнилось 18 лет, уже дальше, вы как планируете свою, не знаю, так, как вы планируете свою жизнь? Ведете ли вы финансовый план? Может, у вас есть какой-то личный лайфхак? Ну, я вот, получается, веду план зарплаты, сколько я часов там отработала, ну, в приложении, получается, какая зарплата у меня вообще в общем будет, и в заметках себе делаю план, на что мне нужно будет потратить, сколько мне нужно будет отложить, потому что сейчас у меня в ближайших планах это поездка к подруге в январе в Новосибирск, и я начала откладывать, ну, начну откладывать за 2 месяца до этой поездки. И получается, вы планируете вот именно накопить за 2 месяца эту Да. сумму? Ну, круто. А вы ежедневно получаете или Нет, я получаю 2 раза в месяц. 2 раза Да. в месяц? Ну, это реально, в принципе, да, на Да. поездку в Новосибирск, тем более, если попадутся субсидированные билеты, Да. то это будет вообще замечательно. Ну да, это очень грамотный подход, между прочим, отсчитывать свою заработную плату, прям вести учет. Вы прям настоящий, как настоящий бухгалтер, как настоящий финансист. Это очень серьезный подход. А мелкие траты вы учитываете в своем финансировании? Да, конечно. В своих заметках я откладываю отдельно деньги на поездку, там на какие-то расходы, допустим, в магазин зайти, что-нибудь вкусненькое купить, либо там футболочка какая-нибудь понравится, вот ее купить, допустим, сходить. Конечно, вот всегда нужно откладывать еще просто на мелкие расходы. А как родители, вот вы такой финансовой грамотности научились от родителей или как-то сами пришли к этому? Финансовой грамотности меня научили родители, потому что, сколько я знаю с детства, если мама шла к какой-то цели, всегда ее достигала. И я к этому, грубо говоря, привыкла и ставлю всегда тоже планы, то, что если я поставила какую-то цель, обязательно ее нужно будет достичь. А мама показывала какие-то свои инструменты, чем она пользуется, как она ведет свой финансовый план? Может, у вас в семье принято, например, закупать продукты, например, и делать меню на неделю? Тут есть у вас какие-то такие семейные секреты, о которых вы можете рассказать всем телезрителям? Ну, сильных семейных секретов никаких нету. Мама также в ежедневнике только ведет всякие отчеты, свои планы, свои действия, что она хотела бы добиться, и она всегда этого добивается. То есть в любом случае для каждого телезрителя это уже урок, Да. потому что нужно фиксировать свои цели, пошагово вести, записывать инструкцию, пошагово вести все свои запланированные действия, в том числе и финансовые расходы, и тогда вы этой цели добьетесь. Да. Вот. Спасибо. Очень ценные советы вы сейчас рассказываете, Ксения. Часто ведь думают люди, вот почему я так зациклилась, да, сейчас на теме финансовой грамотности, потому что многие молодые люди думают, что финансовая грамотность — это скучно. И для многих молодых людей это просто скучные лекции про депозиты, там, про какие-то кредиты, про кредитные нагрузки, инвестиции и так далее. А для вас вот что, вот вы уже имеете такой опыт, с 14 лет вы работаете, вы уже достаточно накопили навыков, да, для того, чтобы быть финансово грамотным человеком, потому что я сейчас просто удивлена тому, насколько вы финансово компетентны. И вот что для вас значит финансовая грамотность? Финансовая грамотность для меня значит это правильное распределение денежных средств. То есть нужно всегда отложить на то, на сё, и чтобы достичь какой-то цели. Получается, что это не про жесткую экономию. Да, это не про жесткую экономию, потому что, как мне кажется, экономия — это не всегда правильно и не всегда правильный поступок, действия. Да, действительно, потому что всегда надо грамотно распределять ресурсы. Жестко экономить — это, ну не знаю, это уже совсем крайняя мера. Потому что отказываться, допустим, от развлечений, ну это сложно, особенно молодым людям. Вам когда-нибудь приходилось делать выбор? Вот, пойти с подругами куда-то или отложить, допустим, на тот же телефон? Ну да, когда я вот работала, получается, был такой выбор, то, что сходить куда-то с подружками, либо вот отложить на телефон. Но если ты хочешь своей добиться цели, то лучше не сходить лишний раз с подружками, но добиться своей цели. Это очень важно. И ведь самое интересное, что мы, когда цель достигаем, мы себя как будто бы хвалим, да? Вот как вы себя хвалите? Ну, мне просто как-то душевно радостно, то, что
я добилась какой-то цели, то, что я совершила какой-то поступок, что я что-то себе приобрела, допустим. Ну, это круто, это замечательно. И все равно мы сейчас говорим о таком положительном, да? Все равно же бывают ошибки. Вот даже у нас, у взрослых людей, бывают очень много финансовых ошибок. А как вы преодолевали такие? Были ли вообще у вас ошибки и как вы их преодолевали? Да, у меня были финансовые ошибки. Когда я готовилась к дню рождения, я выбрала еще не обязательную локацию. И, получается, я заказала украшения на нее и так далее. И по итогу я решила изменить полностью локацию, а украшения не пригодились, пришлось сделать возврат. А за возврат денежных средств вышла сумма примерно 6 тысяч. И это была моя, грубо говоря, ошибка, то, что я не ушла, то, что так произойдет. Получается, вам только часть денег вернули? Получается, за товары сами вернули деньги, но еще взяли за возврат доставки в районе 6 тысяч рублей. То есть еще дополнительно Да. вы потратили деньги? Да. О, Боже. Ну да, такой серьезный подход. Поэтому нужно ответственно все-таки подходить к выбору площадки, да, если мы хотим выбирать, допустим, отметить день рождения и так далее. Здесь нужно выбирать именно надежных поставщиков таких услуг. Вот. И про инструменты мы с вами поговорили. А вот какие привычки у вас выработались вот с того момента, как вы стали работать? Всегда достигать своей цели, всегда знаю то, что у меня всегда есть свои личные заработанные деньги, и всегда знаю, что я могу их потратить на что угодно. И даже, допустим, из-за того, что у меня всегда есть на карте, допустим, деньги, либо наличные, то я могу прийти в магазин, сама себе что-то купить и никогда ни у кого не просить денег. Ну, это здорово, и это классно, и это же успокаивает, по сути. Да. Да, и делает нас такими уверенными в себе людьми. Вот. И, вот, например, привычка просыпаться рано утром. Привычка просыпаться рано утром у меня до сих пор еще не выработалась, но я все равно стараюсь и просыпаюсь. А, например, вы ходите на фитнес? Занимаетесь ли вы каким-нибудь видом спорта? На данный момент нет, но планирую ходить на фитнес как раз-таки и на танцы. А выбрали уже себе площадку? Пока что нет, пока что еще все ищу. Потому что я знаю, что молодые люди очень тщательно проводят анализ и все прямо выбирают. Вот, может, вы поделитесь какими-нибудь такими полезными советами, как все-таки выбрать правильно, например, ту же площадку для занятий фитнесом? К этому надо подойти внимательно, найти себе сначала нормального тренера, чтобы у него были хорошие отзывы, зал был хороший, в хорошем состоянии, чтобы там тебе никакую травму не нанесли. Да, это очень важно. Вот. И, наверное, оформить страховку, потому что если человек ни разу не делал каких-то физических нагрузок, да, может что-то пойти не так. И тут страховка как раз может помочь решить некоторые проблемы, если они вдруг возникнут со здоровьем. Вот. И про цели мы поговорили, и теперь очень важный момент такой. Вот несколько передач назад у меня в программе была в гостях пенсионерка из Якутии. Ее зовут Тутума, и она рассказывала, как раз делилась своими советами для своих сверстников, то есть для пенсионеров, ну и для подрастающего поколения. Было очень интересно на самом деле, какие советы она давала как пенсионерка пенсионерам. И вот сейчас я бы хотела попросить вас, чтобы вы уже со стороны молодого поколения, какой бы вы дали первый совет своим сверстникам? Первый совет я дала бы своим сверстникам, что не нужно никогда никого слушать и просто идти за своей целью, слушать свое сердце, свою душу, делать то, что ты хочешь. Всегда идти и стремиться к своей цели. А что бы вы еще посоветовали молодым людям? Я бы посоветовала сейчас будущей молодежи это идти за своей целью, искать себя, учиться, как-то развиваться. Если где-то вам не нравится даже работа, всегда нужно отстаивать свои личные границы. Я благодарю вас за интервью, Ксения. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо еще раз, что позвали. В нашей рубрике «Финклассика» произведение «Недоросль» Фанвизина мы рассмотрим, как финансовая безграмотность губит будущее подростка. Комедия Дениса Фанвизина «Недоросль», написанная еще в XVIII веке, остается удивительно актуальной. Это не просто сатира на дворянские нравы, но и суровое предупреждение о последствиях неправильного воспитания. На примере главного героя Митрофанушки Фанвизин ярко иллюстрирует, к чему приводит полное отсутствие финансовой грамотности и жизненных навыков у молодого человека.
Герой-антипример – это Митрофанушка, который в 16 лет. Это Митрофан, который не просто избалованный подросток, а он продукт системы, в которой ценность человека измеряется не его личными качествами, а количеством крепостных душ. Его воспитание лишено понятия о труде. Оно лишено понятия об ответственности и базовых финансовых принципах. Давайте рассмотрим систему финансовой безграмотности именно самого Митрофана. Для него деньги как данность. Для Митрофана деньги – это не результат труда, а нечто само собой разумеющееся, как воздух. Их источник – мать Простакова, которая сама не брезгует грубым мошенничеством и вымогательством. Митрофан не видит связи между усилием и результатом, что является краеугольным камнем финансовой грамотности. У него явная неспособность к труду. Его знаменитая фраза «не хочу учиться, а хочу жениться» – это не просто каприз. Это жизненная позиция. Женитьба для него не союз по любви, а еще один способ получить состояние и продолжить паразитический образ жизни. Идея работать, чтобы обеспечивать себя, вызывает у него отторжение и смех. Потребительское отношение к миру Митрофан привык только получать еду, одежду, развлечения, деньги. Он идеальный потребитель, совершенно не задумывающийся о том, как создаются блага. Такая позиция в будущем неминуемо ведет к разорению, ведь любой, даже самый большой капитал иссякает без грамотного управления. Судьба Митрофана не просто сюжет комедии. Это наглядный пример того, как недоросль превращается в неудачника. Успех во взрослой жизни строится на 3 китах. Первый кит – это знания. Не только школьные предметы, но и практические навыки, включая управление бюджетом. Второй – это труд. Понимание того, что деньги – это эквивалент приложенных усилий, знаний и времени. А третий – это ответственность, способность отвечать за свои решения и их финансовые последствия. Отсюда вывод. Финансовая грамотность – это не просто умение считать деньги. Это важнейшая часть общего образования и взросления. Это фундамент самостоятельности. Без нее человек, как Митрофан, обречен оставаться вечным ребенком, который зависит от других и не способным построить собственное успешное будущее. История Митрофанушки – лучший аргумент в пользу того, что учиться управлять финансами нужно с юных лет. Поэтому эта тема так актуальна сегодня. В современном мире, где кредиты, инвестиции и сложные финансовые продукты стали частью повседневности, урок Фанвизина звучит еще громче. Родители, которые ограждают детей от финансовых вопросов, по сути, воспитывают современных Митрофанушек, беспомощных перед лицом реальной экономической жизни. Повышайте свой уровень финансовой грамотности вместе с нами. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.